Удачного вам дня! Я художник Рушания Бадретдинова. Хочу вам рассказать немножко про свое творчество и про художников наших земляков. Наша Башкирия очень ценится и очень гордится известными художниками, которые по всему миру очень известны. Допустим, наш Нестеров. У нас есть музей такой на улице Гоголя, у нас в городе Уфе. Наверное, многие из вас были там. Я была очень горда, когда полетела и первый раз в Питере увидела храм, который сделан по его эскизам, мозаиками. Вот. И также у нас мировая известность, такой футурист Бурлюк. И очень много художников, допустим, Давлет Кильдиев есть такой, который открыл наш институт искусств, в котором я тоже училась. Вот. Также Домашников, Лутфуллин, Сидикова, Тюлькин, музей тоже, которого у нас существует в городе Уфе. Все это можно посмотреть в интернете, узнать про них. И как вы думаете, очень интересно, чем же, что их объединяет? А объединяет их, на самом деле, любовь к творчеству. Как его раскрыть? Есть такие маленькие разные упражнения, как развить творчество. Если кто-то хочет развить правое полушарие, то, что у нас отвечает более за творческое мышление, мы тогда берем кисточку на правую руку. А если кто-то хочет более логическое мышление развить, тогда в левую руку. Вот. И ни о чем не думая, расслабившись, мы наносим разные мазки у нас на бумагу. Допустим, берем два нескольких цвета. Каждый цвет вообще что-то означает у нас в жизни. Даже есть такие уроки, как арт-терапия, когда люди излечиваются из разных болезней, от разных. Допустим, желтый цвет – цвет радости, и он лечит желудочные какие-то, кишечные тракты. А синий цвет, который я предлагаю тоже взять, оно помогает развитию, мышлению и поднятию энергии творчества. Вот. Также вы можете нанести, допустим, на листе разные пятна, неважно какие, а потом покрутить листочек. И вы можете увидеть, допустим, пятна могут превратиться, например, в журавлей и полететь в небо. А какие-то пятна могут превратиться в цветы, а какие-то в корабль мечты. Я могу точно вам сказать, что то, что я рисую, все материализуется, потому что я их рисую сначала на холстах, допустим, такие уже более известные работы, как, например, манты. Когда я готовлю любимое блюдо моих детей, раскатываю тесто, я всегда представляю какие-то картины. Моя дочка рядом делает, она представляет, как она танцует. Есть еще такая картина, которая победила и получила золотую медаль в Нью-Йорке, называется «Поиск дома». Куда бы человек ни поехал, какие бы миры, какие бы границы, он всегда думает о своих близких. И свои близкие, как род, это символ дерева, я там изобразила, они всегда внутри нас. И очень важно поэтому думать и позитивно мыслить. На самом деле вот этот урок креативного мышления, который я сейчас вам рассказала, мне преподал папа. Когда я была маленькая, сидела в деревне у себя там в Ишимбае, рисовала, и у меня получилась клякса на работе. Я расплакалась. И тогда мне папа сказал: ну что же ты плачешь, Балакаев? Вот ты посмотри, какое интересное животное здесь. И это было таким толчком того, что бы ни случилось в жизни, всегда нужно видеть позитив. Может быть, иногда это очень сложно, но на самом деле, когда вы со всего превращаете и видите хорошее, то вы это притягиваете в жизнь, и ваша жизнь становится более радостной и счастливее. Также я хочу рассказать, что на самом деле у нас в Уфе очень много художников. Вот в Союзе художников в России около 200 человек из нашей Башкирии находятся, числятся, творят. А также недавно открылся такой портал «Любимые художники Башкирии». Там уже больше 1500 художников начисляется. И также вы можете нарисовать что-то, не обязательно быть профессионалом, может быть любителем.
и отправить туда работы, и ваши работы оценят и будут знать люди. И сейчас каждый человек может у нас в любой момент стать известным и успешным. Только очень важно уметь мыслить не одинаково, то есть креативно. А для этого мы должны научиться себя слушать, то есть свой голос. А как это делать? И одно из таких маленьких тоже упражнений, наверное, даже и осознания, это слушать свое тело. Насколько, потому что тело, оно вас никогда не предаст и не обманет. То, что вы ощущаете, то, что вы чувствуете, какие эмоции вы испытываете, очень важно для жизни. Поэтому любите себя, слушайте себя, творите и творите свою счастливую жизнь.